Рабочая группа по контролю за ходом перевозки жизнеобеспечивающих грузов в зимний период осмотрела автозимник до села Тирють Аймиконского района. Кто занимается содержанием автодороги и справляются ли они с обязанностями, узнавал Артур Старостин. На данный момент содержанием автодороги занимается общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ». Организация занимается чисто отсыпкой и подравниванием сложных участков. Как отмечает местная администрация, данная организация не очень справляется с задачей. Дорога вся сложная. Автозимник, он всегда сложный. Ну, в основном перевал. Завершить строительство автозимника планируется в этом году. Соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства о выделении денежных средств на строительство подписано. Общая сумма строительства автодороги составляет более 30 миллионов рублей. На содержание дороги денежные средства будут выделяться из районного бюджета. Комиссионная дорога принята. Она в целом готова для перевозки более 2000 тонн угля, который необходимо для Тирюти на следующий 2019-2020 год. Рабочая комиссия дала поручение частному предприятию ООО «БРИЗ» содержать автозимник надлежащим образом, в кратчайшие сроки отсыпать глубокие ямы. Акционерному обществу «Теплоэнергосервис» ускорить плановую перевозку угля в село Тирють до закрытия автозимника. Подписан соответствующий акт о том, что дорога находится в удовлетворительном и надлежащем состоянии. В связи с этим интенсивность перевозок будет увеличена перевозчиком «Энерготранснабом». Дорога до села Тирють протяженностью 22 километра изначально была предусмотрена как автозимник продленного действия. Строится она уже более 5 лет. В ближайший месяц будем уже аукцион проводить, и все, будет завозиться техника. До окончания полного строительства осталось менее 3 километров. Артур Старостин, Светлана Подслоева, Аймиконский район.